Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в выпуске. В Сухуми открылся форум молодежи Абхазии. Участники обсудили актуальные вопросы абхазо-российских отношений и многое другое. Состоялся съезд делегатов армянской общины Абхазии в новом составе. Черноморэнерго продолжает комплекс работ по улучшению качества электроэнергии. В Сухуми открылся форум молодежи Абхазии. В работе форума принял участие президент Аслан Бжания, а также вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты. Участники обсудили актуальные вопросы абхазо-российских отношений. По итогам форума была принята резолюция. Подробности в репортаже Ульяны Рожковой. Вот и подошел к концу Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. Самое масштабное молодежное событие в мире в этом году. В нем приняли участие 105 человек из Абхазии. Ребята проявили себя, познакомились с культурой разных стран. Форум прошел по указу президента России Владимира Путина. Чтобы обсудить итоги столь масштабного события, участники фестиваля и не только собрались на форуме молодежи в Сухуми, организованном Госкомитетом по молодежной политике и спорту. Сейчас перед молодыми парнями и девушками Абхазии стоят новые вызовы. Мир вокруг меняется. Важно уметь и сотрудничать, и развивать отношения с друзьями. С таким посланием к молодому поколению обратился президент Абхазии Аслан Бжания. Дорогие друзья, сегодня я обращаюсь к вам, к новому поколению. Большинство из вас родились и выросли в признанной суверенной республике Абхазия. И сегодня вы являетесь первым со множества лет поколением абхазов, которые являются хозяевами своего дома и живут в своем доме. Вы первое за века поколение, которое пользуется плодом усилий нашего народа. Вы дети свободы, наследники нашей истории. И сегодня вы унаследовали результаты вековой борьбы за право жить на своей земле, сохраняя свою культуру, язык и традиции. И сегодня перед вами, молодыми парнями и девушками Абхазии, стоят новые вызовы. Мир вокруг нас меняется, и изменения эти требуют от нас адаптации, новых идей и решений. Мы должны стать развитыми, умными, здоровыми, состоятельными. Мы должны не просто уметь сотрудничать и развивать отношения с нашими друзьями. Для того, чтобы сохранить нашу свободу, мы должны укреплять свои союзнические отношения, прежде всего с Россией. В союзе со всеми народами Российской Федерации мы сможем совместно противостоять общим угрозам и вызовам. Ваши знания, ваша энергия и ваш новаторский подход должны воплотить самые смелые проекты и идеи, сделать Абхазию сильнее, богаче, красивее, справедливее и в конечном счете еще лучше, чем она есть сегодня. Мы не затеряны в океане остров, оставлены один на один со стихийными силами природы. У независимой Абхазии есть друзья, пусть их не так много, есть соседи и союзники, и среди них есть страна, которая одновременно является нашим лучшим другом, лучшим соседом, а на сегодняшний день и единственным окном в мир. Это Российская Федерация, которая первой признала наше право на самоопределение, наше право жить в своем доме и говорить на своем языке, развивать свою культуру и экономику, наше право быть самими собой. Мы глубоко признательны Российской Федерации за поддержку и помощь, оказанные нашему народу в последние десятилетия. Это сотрудничество оказалось ключевым в обеспечении нашей безопасности и экономического развития. И сегодня мы должны продолжать укреплять эти связи, строить нашу совместную будущность на основе взаимного уважения и партнерства. Именно ради возможности иметь это лучшее будущее многие молодые люди из Абхазии ушли добровольцами СВО на Украине, где сейчас Россия борется с агрессивным режимом и его вдохновителями за новое, справедливое мироустройство, в котором уважается право народов на свободу, самоопределение. Россия не признает мироустройство, в котором подразумевается один хозяин на все страны и борется с ним. Мы должны понимать,
что это борьба и наша борьба. Нас не признали те же самые страны, у которых есть свой хозяин, и которые не желают видеть нас равноправными партнерами. Вот почему наше будущее связано с теми, кто, как и мы, борется за право быть хозяином в собственном доме, за право сохранения своей идентичности. Сейчас каждый из вас стоит перед важным выбором. Этот выбор повлияет не только на будущее России, но и на наше общее будущее. Мы должны поддержать тех, кто погибал вместе с нами, поддерживал нас, кто вносил вклад в развитие нашей независимости и процветания. Это возможность показать нашу благодарность и уважение. Разумеется, речь идет о президенте Российской Федерации Владимире Владимировиче Путине, чей личный вклад в становление и развитие независимой и суверенной Абхазии неоценим. Сегодня именно он взял на себя всю ответственность перед лицом истории за Россию и ее многонациональный народ, за всех друзей и союзников России. Мы видим, как под его руководством рушатся планы наших общих врагов. И мы знаем, что он приведет Россию к победе. Вот почему наша задача сегодня способствовать этому всеми силами, всей душой. И делать это как граждане, как союзники, как друзья, как честные и порядочные люди, совесть и достоинство которых знакомы с чувством человеческой благодарности. 17 марта 2024 года мы будем иметь возможность поддержать Россию, поддержать Владимира Путина и внести свой вклад в лучшее будущее. В этом будет заключаться наша благодарность за гигантский вклад России в развитие Абхазии, основой которого является формирование общего социально-экономического, культурного, духовного, гуманитарного пространства и, конечно, обеспечение прочного мира. От позиции молодежи и ее активности во многом зависит развитие страны. В истории Абхазии немало примеров того, как молодежь становилась главным аспектом перемен, отметил модератор форума молодежи Инал Хижба. Абхазская молодежь всегда стояла в авангарде всех государственных изменений. Так было и в годы освободительной войны народа Абхазии в 1992-1993 годах. Лучшие сыны и дочери Абхазии отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Молодому поколению необходимо сохранить добрую и светлую память о наших предках, их бессмертных подвигах. Сегодня Абхазия находится на новом этапе своего развития, и в этом процессе молодежь должна играть важнейшую роль. Мы верим, что вы продолжите строить сильную, процветающую и независимую Абхазию, основанную на принципах демократии, справедливости и верховенства закона. Участники форума молодежи Абхазии приняли итоговую резолюцию. В ней они обратились к действующему президенту России Владимиру Путину, выразили признательность за твердую позицию по вопросу признания независимости Абхазии и поддержали решимость главы государства противостоять агрессивной политике Запада. Мы не сомневаемся, что под вашим руководством Россия выйдет из этого конфликта победителем. Твердо убеждены, что ваше переизбрание на пост президента России станет гарантией мира и стабильности для нашей республики, для всего Кавказского региона и для значительной части мира. Призываем всех граждан Абхазии, имеющих право голоса, поддержать вашу кандидатуру на предстоящих выборах. Ваш опыт, мудрость и патриотизм необходимы России в это непростое время. Мы, молодежь Республики Абхазия, обращаемся к вам с открытым письмом, выражая нашу непоколебимую поддержку вашей кандидатуре на предстоящих президентских выборах Российской Федерации. Важное значение в партнерских отношениях между странами-союзниками Абхазии занимает спорт. Все инициативы нашей страны поддерживаются Федерацией спорта России. Так, например, соглашение между странами позволило нашей команде по волейболу принимать участие в чемпионате России. По словам главы Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараша Хагба, данные отношения дадут новый импульс в развитии спорта в Абхазии. Говоря о достижениях наших спортсменов, мы, конечно же, испытываем гордость. И при этом говорим, что наши ребята достойно могут и должны представлять нашу страну на международной арене. Свою благодарность за приглашение и поддержку выразили помощник председателя Госдумы Файлак Арушунян и депутат городского собрания города Сочи Заур Хушт. Хотел бы поблагодарить президента Абхазии
молодежи Абхазии за предоставленную возможность присутствовать на данном форуме, а также поблагодарить за поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также от себя лично и будучи представителем братско-адыгского народа, поблагодарить братский абхазский народ. Форум был приурочен к первым трехдневным выборам президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта. В Абхазии 17 марта будут открыты 30 избирательных участков. Ульяна Рожкова, Заур Кварче, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. По итогам первого года работы в новом составе состоялся съезд делегатов армянской общины Абхазии. На съезде присутствовали вице-президент Бадра Гунба, глава администрации Гулрыбского района Саид Харазия, депутаты Народного собрания Галус Трапезанян и Левон Галустян. Детали у Лауры Капш. Утвердив новый состав Республиканского совета армянской общины, действующий председатель Алик Минасян выразил слова благодарности своим предшественникам за вклад, который они внесли в становление и развитие армянской общины Абхазии. Им были вручены памятные подарки. Конечно, сегодня очень приятно находиться здесь, в зале. Отчет, прошедший за год. Я думаю, что Алик Аутунович делал и до того, пока не был он председателем. И действительно, вы помните, да, мы все одобряли его, чтобы он был председателем, и мы видим результаты. Видим молодую команду, которая сегодня делает даже иногда невозможное. И я хотел бы поблагодарить нас всех, уважаемые делегаты, уважаемые граждане Республики Абхазии, чтобы мы всегда были единым во всех вопросах. Только так мы можем строить будущую Абхазию, чтобы Абхазия процветала вместе с нами, со всеми гражданами Республики Абхазия. С отчетом о проделанной работе в период с марта прошлого года по сегодняшний день выступил председатель армянской общины Алик Минасян. Стоит отметить, что в рамках отчетного периода общиной реализован ряд важных мероприятий. Из их числа Алик Минасян выделил важные направления и события общественной жизни. Организация памятных мероприятий 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В память о жертвах геноцида были зажжены поминальные свечи, организовано шествие общественности к морю и опускание на воду цветов. 1 мая 23 года в селе Алахадзе прошел 25-й юбилейный фестиваль армянской песни «Дружба народов». Фестиваль примечателен тем, что дает возможность для проявления своих талантов детским танцевальным и музыкальным ансамблям и творческим коллективам Республики Абхазия и Юга России. Также армянская община Абхазии оказала немалую поддержку и помощь многим школам республики. К примеру, при финансовой поддержке общины были восстановлены школы в селах Атара и Аракич. Руководство и активы армянской общины Республики Абхазии в ночь пожара взяли на себя обязательства по восстановлению сгоревшей школы до начала учебного года. 28 августа 2023 года, спустя 5 месяцев после пожара, практически полностью были завершены ремонтно-восстановительные работы Аракичской средней школы, а также полная комплектация мебели и необходимого оборудования для организации полноценного функционирования школы. Учитывая большой общественный резонанс и пожелания граждан, было принято решение о старте благотворительного марафона по сбору средств для Аракичской средней школы. Подводя итоги прошлого года, Алик Минасян отметил, что армянская община уже не раз отправляла гуманитарный груз в регионы Российской Федерации. В АГУ на педагогическом факультете возобновлена работа армянского сектора. Данная работа была продолжена после 6-летнего перерыва. На данном этапе община Республики Абхазия и Абхазский государственный университет заключили договор об уплате 10 студентов педагогического факультета. Всего на армянском секторе зачислено 15 студентов, из которых 5 бюджетных мест. Подготовка кадров для преподавания в средних школах является важной составляющей в системе государственного строительства. Осенью прошлого года в селе Ачадара Сухумского района нами была заменена кровля сельского спортивного комплекса. Работы по ремонту здания продолжаются. Благодаря армянской общине были восстановлены 4 детские площадки в селах Личкоп, Гумиста и Яштхуа. Осознанно использовал слово «обустроить», потому что игровые снаряды не просто установили. Получились полноценные детские городки с ограждением по периметру, освещением, подсыпкой территории. По просьбе дирекции 2 школ, Гумистинской и Яштухской,
профинансированы работы по замене перил и покраске фасада здания. Это строительство спортивного зала в селе Ачадара. Государство профинансировало основную часть работ, Алик Арутюнович помог с заменой кровли, а наш прославленный спортсмен, олимпийский чемпион, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Российской Федерации Вартырес Самургашев, кстати, член армянской общины города Ростов-на-Дону, подарил нам борцовский ковер. Как отмечалось в докладе, на очередь обновления фасада здания. Мы внимательно наблюдаем за доброй деятельностью общины в нашем районе и во всей республике в целом. Хотел бы напомнить, дорогие друзья, что в 2017 году в Гулибском районе 7 ноября прошел первый фестиваль культуры амшенских армян. Была заложена добрая традиция именно в нашем районе, который ежегодно проводится каждую осень по всей республике. В 2023 году Алик Арутюнович на высоком достойном уровне в Гагарском районе провел фестиваль, в котором были представлены и делегаты из нашего прекрасного района. На мой взгляд, фестиваль призван объединить выходцев амшенских армян, живущих в республике Абхазия, и сохранить культуру и традиции древнего народа. Алик Минасян также поделился планами на этот год. Организация проведения 24 апреля Дня памяти жертв геноцида Армяно-Османской империи. В мае планируется проведение в селе Алахадзы традиционного фестиваля армянской песни «Дружба народов». В августе мы будем отмечать 145-летие селем Цара Гудаутского района. В преддверии важного политического события – выборов президента Российской Федерации, депутат парламента Левон Галустян обратился к собравшимся с призывом принять активное участие в голосовании. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али провел ряд встреч с членами правительства Сирии. На встрече с министром транспорта Зухейром Хзеем были затронуты вопросы взаимодействия в сфере морских и воздушных перевозок, создание благоприятных условий для развития экономических и торговых отношений путем упрощения консульских процедур, стимулирования импорта и экспорта. Мухаммад Али также встретился с министром высшего образования и научных исследований Басамом Ибрагимом. Они обсудили перспективы научно-исследовательского и культурного сотрудничества, а также программы стипендий между Абхазией и Сирией. Кроме того, чрезвычайный полномочный посол Абхазии в Сирии встретился с президентом Сирийского олимпийского комитета, президентом Всеобщей спортивной федерации Сирийской Арабской Республики Фирасом Муалла. Обсуждался ход реализации совместных проектов в сфере спорта. С 13 марта в Абхазии установлены новые предельные торговые надбавки при реализации бензина регуляра 92 и дизельного топлива. Такое решение принято Кабмином в целях обеспечения равных условий для участников топливного рынка республики и недопущения дефицита нефтепродуктов. Участникам топливного рынка, обладающим нефтебазами в Абхазии, рекомендовано в течение 20 календарных дней заключить отраслевое соглашение, которое определит порядок и условия их взаимодействия. С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Кабинета министров Абхазии. Черноморэнерго продолжает комплекс работ по улучшению качества электроэнергии. Так, в селе Алахадзе Гагарского района в рамках инвестпрограммы идет полная реконструкция подстанции Алахадзе 110 киловатт. Алик Атрапш расскажет подробнее. Подстанция Алахадзе 110 на 10 киловольт была построена в 80-х годах прошлого столетия. Она обеспечивает электроэнергией села Алахадзе, Псахара, а также часть города Пицунды и села Бзыбь. Более чем за 40 лет эксплуатации оборудования подстанции обветшало и пришло в негодность, вследствие чего бывали частые аварии, перебои электричества из-за нехватки мощностей. Поэтому было принято решение произвести полную реконструкцию подстанции Алахадзе 110 на 10 киловольт. Поначалу, установленной мощи 20 мегаватт хватало по тем временам. Ну, со временем страна развивается, естественно, мощности не хватает, оборудование физически, морально устарело, поэтому было принято решение провести реконструкцию подстанции полностью.
практически начиная с забора. Очень часто отключались линии, оборудование выходило со строя, оно морально, физически устарело. Потом не могла обеспечить тот уровень, значит, потребления энергии и качества энергии, не могло обеспечить то оборудование. Поэтому было принято решение все это поменять, чтобы люди нормальный свет имели, и круглосуточный, и не отключали из-за того, что нету мощности. Слава богу, сейчас будет все это устранено. Ремонтно-восстановительные работы на подстанции были начаты осенью прошлого года. Общая сметная стоимость проекта составляет 350 миллионов рублей. На данном этапе уже освоено 170 миллионов. На подстанции было 2 трансформатора мощностью по 10 мегаватт каждый, но их заменят на новые по 40 мегаватт, что позволит увеличить мощности подстанции в 4 раза. Также здесь полностью заменят старое оборудование. Уже установлено новое закрытое распределительное устройство, щит управления. Установят новые выключатели, разъединители, кабели и так далее. Словом, подстанция Алахадзе 110 на 10 киловольт будет соответствовать всем необходимым нормам и стандартам. Вот видите, новый щит управления автоматики, сигнализации новый. Это распред до 110 тысяч вольт. Отсюда идет к потребителям электроэнергия. Здесь вот это здание снесется, его не будет, здесь будет дорога. Вторая дорога будет, вот затем старое оборудование снимается, тоже там дорога будет. Ну, естественно, благоустроительная работа будет там. На основном, значит, работает 4 человека посменно в сутки на 3. Недостатки вовремя устраняем. Работы по реконструкции подстанции Алахадзе 110 на 10 киловольт планируется завершить летом текущего года. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение. Минувшей ночью по улице Убыхской в Сухуми в результате пожара в частном двухэтажном доме сгорели 2 комнаты. Огонь тушили 3 пожарных расчета и 1 спасательное отделение, сообщает пресс-служба МЧС. Усилиями пожарных удалось защитить от пламени основную часть дома, однако 2 комнаты выгорели полностью. Пострадавших нет. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 13 марта на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.